Любишь кататься? Люби и саночки возить. Только везти их придется очень далеко. Ведь в нашем якобы цивилизованном городе нет ни одного пристойного места, достаточно безопасного и обустроенного для массового катания с горок на санях. В таких условиях людям, не желающим расставаться с традиционной зимней забавой, приходится использовать любой подходящий пригорок, даже если это мемориальный комплекс или цветочная клумба. Вот и в минувшее воскресенье в парке Шевченко после массового катания на санках возле Александровской колонны были повреждены расположенные под ней цветники и газоны. Причем не простые, которые в 2 счета можно будет посадить заново, а дорогие рулонные насаждения и цветники из многолетников, высаженные в форме царских вензелей. Александровская колонна – исторический памятник, а не место для массового катания на санках. Но что прикажете делать одесситам, если кататься им больше решительно негде? В другом парке Победы ситуация еще более неприглядная. Тут пострадали уже не цветы, а люди. В ходе недавних массовых гуляний и катаний со здешних малоприспособленных для этого горок были отправлены в больницу несколько молодых людей с серьезными травмами головы и шеи. Дело в том, что под горками со всех сторон растут деревья, и нужно быть асом катания на санках, чтобы, спускаясь, не врезаться хотя бы в одно из них. Судя по внешнему виду этого дерева, уже не один десяток одесских саночников познакомился с ним на ощупь. Сколько еще одесситов должно пострадать, чтобы городские власти вспомнили, что Одесса все-таки северный город, хотя бы по отношению к Черному морю, и здесь тоже иногда бывает зима. А значит, и саночные катания одесситам тоже не чужды. Мы когда были маленькие, там где сейчас комплекс теннисных кортов, то есть пройти по лейтенантскому спуску, и вниз, вот где лейтенантский спуск был, и вот где было раньше, одесситы, которые жили здесь давно, они знали, где были гаревые поля футбольные. Там действительно было это организовано. Можно было прийти без ничего, взять на прокат лыжи, взять на прокат санки и кататься. И достаточно приличные, конечно, горки были. Сегодня таких нет. Было бы замечательно, если бы были специально организованные площадки, конечно. То и безопаснее все-таки, и родители спокойнее, и детям удобнее, я думаю. Есть такое пожелание, конечно. Было бы отлично просто. А пока у нас ни горок нормальных нет, ни даже санок. Те, что продаются в одесских магазинах, имеют свойство разваливаться на составные части уже после 10-й прогулки. Вот и катаются люди на крышках от альфаторов, разбиваясь о растущие под горками деревья. А потом про нас на BBC расскажут, что славяне очень экстремальный народ, а нам просто деваться некуда. Владимир Сухов, служба одесских новостей, проекта «Рубикон».